Заседание летней сессии началось с кадровых вопросов. Первый заместитель председателя регионального парламента Александр Макаренко решил сложить полномочия. Кто займет теперь вакантное место? Над этим вопросом народные избранники обещали задуматься осенью. Макаренко перешел в число рядовых депутатов. Еще одно кадровое решение с куда большим статусом. Руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин стал первым заместителем председателя правительства республики. Поздравляем вас с получением согласия Государственного совета Республики Коми с назначением первым заместителем председателя правительства Республики Коми. Один из основных проектов сессии о бюджете за 2018 год. Главный финансовый документ региона исполнен с профицитом в 10 миллиардов рублей. Основными драйверами роста стали налог на прибыль и имущество организаций, а также НДФЛ. По отношению к 2017 году доходы региональной казны увеличились почти на 13 миллиардов рублей. 10,5 миллиардов профицита. Что это такое? Это деньги, которые республика в дальнейшем может тратить на любые социальные программы. Это деньги, которые принадлежат нашему региону. И если динамика дальнейшей работы правительства, а я в этом нисколько не сомневаюсь, будет дальше с такой динамичностью работать, то, я думаю, мы прочно войдем в лидеры среди других регионов в рентабельности, стабильности. И, естественно, это не заставит себя ждать, потому что наверняка появится много новых социальных законов и программ, и проектов. При этом расходы в прошлом году тоже увеличились. По сравнению с 2017 на 6 миллиардов рублей. В основном данный прирост был направлен на межбюджетные трансферты с органами местного самоуправления, на повышение заработной платы и на социальные выплаты населению. Структура бюджета, она у нас сохранилась социальной, свыше 68% приходилось на социальные расходы. А вот громкому 144-му закону об отмене критериев нуждаемости при компенсации за оплату детских садов депутаты не дали зеленый свет. О возврате поддержки всем без исключения родителям разговор зашел весной прошлого года. Однако отклик проект нашел лишь сейчас и вновь вызвал бурные обсуждения. Один из главных аргументов спора – помощь не должна быть огульной, скорее адресной. Если мы сегодня отклоняем закон, то вернуться к нему мы сможем только через год. А когда мы его принимаем в первом чтении, все, о чем, Дмитрий Дмитриевич, вы сказали, то, что вы, уважаемый Леонид Михайлович, сказали, мы это все можем учесть, буквально внеся это на сентябрьскую сессию. А вот другой социальный документ депутаты согласовали. Проект о так называемом социальном контракте, экспериментальный. Республика станет пилотным регионом, где в течение полугода малообеспеченным семьям будут выплачивать материальную помощь. Проект стартует в Карткиросском и Сосногорском районах. Средства, по крайней мере, те, которые предлагаются сейчас, они будут в размере где-то 95 миллионов рублей. В дальнейшем, если все сложится, так скажем, весь социально-семейный контракт сложится эффективно в этих двух районах, тогда он пойдет, проект будет запущен по всей республике. И на поддержку этой государственной меры будут привлекаться в том числе федеральные средства, что мы можем привлечь более миллиарда рублей. Соответственно, большое количество семей сможет улучшить свое материальное положение. Социальный контракт призван помочь тем, кто сегодня за чертой бедности. Но вместе с денежным пособием граждане получат обязательства пройти обучение, повысить квалификацию и устроиться на работу. Таисия Жакова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.